Друзья, сейчас мы выдвигаемся на рыбалку подледную. Ну какая же поездка в Чукурдах, и, конечно, тема рыбы, она должна быть повсеместна. И сейчас нас везет замечательная супружеская пара Николай и Раиса на участок, где мы будем рыбачить. Рядом со мной, кстати, находится Сахая. Хочется, когда говорю Сахая, хочется аплодировать. И Кирилл Матвеев с нами также. Нам крупно повезло. Да. Мы увидим подледную рыбалку. Да? Да. И вообще действительно будет очень интересно, я думаю. Дорога у нас займет это где-то протяженность 35, около 40 километров. Вот. И буквально через некоторое время мы, соответственно, приступим к самой рыбалке. Местные жители говорят, что мы привезли с собой тепло. Действительно, сейчас вот мы уже выехали на реку Индигирка, по ней у нас дальше пойдет дорога. Вот, и такой теплый весенний воздух. Хоть и большое обилие снега, если, допустим, сейчас в Якутске все уже тает, то здесь снег еще кристально белый, можно так сказать. Вот. Ну и, тем не менее, думаю, нам очень хорошо повезло с погодой, потому что мы стараемся вам показать именно подледную рыбалку, как она происходит, как, получается, добывают, ловят рыбу местные жители. Но я думаю, что чукурдахский балык — это, можно сказать, как бренд, поэтому очень символично, что мы это делаем здесь, в поселке Чукурдах. Ну что, друзья, сейчас мы прибыли на место, на рыбалке. Сейчас уже, как видите, чистится лунка. Это тот лед, который замерз, да, за неделю. Раиса Юрьевна будет комментировать. Сколько нам предстоит проверить сетей? Нам предстоит проверить 5 сетей. Значит, вот здесь у нас 3 сетки, да, получается, вот посередине у нас основная будет. С основной сетки, с основной лунки мы проверяем 2 сетки, получается, да? Ага. Ну вот и сейчас вот это все прочистим. Сначала все чистим, только после этого проверяем. Понял. Сначала все подготавливаем. Так, и сейчас лед чем вычеркиваем? Вот этим? Да, вот этой штукой, черпаком. Конечно, вот этим занимаюсь я. Да? Вытаскиваю лед и чищу лунку от снега. Да. Помогай. Ага. Да. Мы тоже так делали. Ага. Он продавливает, туда идет, а дальше вот так. Получается, надо все сюда собрать, да? Ага. Вот с этих с краев все собирается. Ага. А потом этот, как его,
А когда там мало останется вот этого льда, очень надо медленно, вот так, чтобы она вот через дырки не ушла туда. Понимаете, да? Очень медленно потом. Но сейчас можно как бы побыстрее делать. Потому что крупный лед есть. Крупный лед есть. Ага. Поэтому вот так с краев, чтобы вот при осмотре сетки, чтобы они вот эти не мешали здесь у нас. Ага. Ага. Все понятно. Так, давайте попробуем. Давайте. Лунка-то широкая, тогда еще надо аккуратно, да? Ага, да, очень Не аккуратно подскользнуться. рядом. Конечно, не смогу поднять, наверное. Вот потом вам надо, чтобы это не мешало, вот ее поднять надо наверх. Ага, хорошо. А за нее что-то привязано, да? Или Да, нет? там сетки привязаны. Ага. Ну да, за 4 дня. Вот это вытащите, да? Я Сейчас. Полностью надо вытащить? Ага, в эту сторону надо, в эту сторону. Осторожно, не этот. Все. Теперь можно уже не этот. Дальше чистить, Дальше почистить, ага. Она не мешает уже. да? А сколько раз в неделю проверяете? 1 раз в неделю Ага. по выходным. В среднем какой урожай бывает? Ну, когда как, иногда мешок бывает, иногда совсем мало бывает. Ну, это у нас все виды рыб получается. Угу. Ага, там и щуки, и налимы, и черы, О, и разные еще всякие рыбы. здорово. Да, такая широкая лунка. Он любит широкую лунку делать. Ага, потому что потом маленькую делаешь, она со временем все меньше и меньше становится. Поэтому вот тут яма, получается, и там яма. И где-то вот... Нормально, да? Да, где-то местами бывает 9, где-то 7 метров. Так, дальше. Первая лунка. Их еще 4. Сейчас. Так, мы двигаемся на вторую. Тут надо сразу вытащить. Вот эту Сразу? штуку сразу вытащить надо. Так, вторая лунка. Это сразу вытаскиваем. Тут привязаны 2 сетки. Тут 2 сетки. Ага. Ага. Так, и Вот так. Надо было там также убираем. да? лопатой поработать, наверное. Вон там. Ага. Так, первый лед у нас такой крупненький. Тут можно, как я понял, не медлить. А затем, когда остается мелкий лед, уже гораздо плавнее становится движение. Ну как-то вот так. Лунка серьезная, да, обратите внимание. Я даже стараюсь прочно стоять на 2 ногах. Мы переживали, что будет ветрено и холодно. Но я вот сейчас понимаю, что даже хоть и ветрено, но когда работаешь, весь согреваешься, но становится немножко жарко. Так, вот, обратите внимание. Давай покажем, да? Вот, мелкая, да? Если резко выдергиваем, то шуга, мелкая крошка, просачивается через сетку. А если заводим помедленнее, оп, магия. Легко удивить городского парня, да?
вроде тут все. Идем дальше. Ну, мы ехали по дороге. Нам рассказали историю. Значит, это практически родовое место Николая. Там вот на берегу домик. Здесь, соответственно, это протока между двумя реками. Между Индигиркой, а название второй реки я, к сожалению, не запомнил. Но, возможно, здесь напишем на экране. И, как видите, когда наступает осень, река обмелевает и как бы запирается рыба здесь. С той стороны на въезде с Индигирки. И, соответственно, то же самое с той стороны. Вода падает. И здесь в течение зимы, вот, получается, семья Николая, они рыбачат и добывают рыбу на своем участке. Поэтому тут такая большая яма, где-то около 7-9 метров глубиной. Так, двигаемся дальше. Нас уже ждут, зовут. Друзья, сегодня вы можете наблюдать уникальные кадры. В проекте «Испытано на себе» не только я что-то испытываю на себе, но и звезда нашей эстрады Сахая сейчас пешней разламывает лед. Все разломала, да? Все, да? Так что вот, ну, сегодня я справляюсь с ролью как очищающий лунку ото льда. Ну а сейчас пешню взял Кирилл Матвеев. Вот, буквально завтра будет состояться большой концерт здесь, в поселке Чукурдах. Вот, ну а сегодня мы познаем рыбалку, ловим чукурдахскую рыбу. Вот, и, как сказал Николай, вообще зимой, когда ну, вот, после того, как проверили сети, и сеть оставляется, лунка оставляется на неделю, то сверху прикрывается снегом. Да, делается такая теплоизоляция, потому что если этого не сделать, то в мороз вся лунка полностью промерзнет. А так как бы лунка замерзает, но не так сильно. Она будет вот такая, Ага. лунка. Ну хотя бы вот так прямо надо сделать, чтобы когда веревка или сетку вытаскиваешь, она как бы не дергалась. И края надо ровные, чтобы сетка не застревала. Ну. То есть Ой, осторожно. То есть делается внутренний конус, да, как, действительно, как юбка, да, становится? Да. Так, у меня теперь повышение квалификации, в руках у меня пешня. Здесь, смотрите, какая модификация. То есть, чтобы потом не вылавливать пешню магнитом. Было такое несколько раз, да? Ага. Вот, надевается на руку. Без разницы, откуда начинать, или с центра лучше? Ага, вот центр, вот немножко как бы Под углом? в одном месте под углом бьешь, пока дырка не будет, да? А потом вот как дырка пошла, по кругу нее вот опять его. Вокруг меня. Нет, по кругу его расширяешь, и больше будет. Ага. Ох. Так. Ух. Во. Далеко не делай, потихоньку бери. А? Сильно далеко не делай, потихоньку поближе бери. Ближе, Она тогда легче будет, да? Да. А то вот лишние дырки там где как бы выходят. Нелегкая эта работа, уже руки забиваются. Чувствуется, да? Так. Вот так лопатой вот этот снег чистит, я пока там долблю, потому что там где-то вот так бывает, замерзает, да? И я пока там долблю, чистю, она тут тот, который мы сложили снег, начинает чистить, и вот так идет, ну подготавливали для меня. Ага. А ветер холодный, все и темно. Вот. Да.
Полярная ночь. Ага, полярная ночь. Это в городе всегда удивляются, почему рыба, говорят, это Дорогая? Дорогая, да. Кстати, У нас это чуть-чуть поработать надо. Ну, работать-то ладно, это как бы свое хобби, а вот сама транспортировка же отсюда, вот логистика очень такая дорогая, поэтому рыба выходит такая. А так, вот на семью мы раньше ставили где-то вот по 10, по 12 сеток. Это в короткий день, вот полярную ночь, надо все это успевать делать. 10-12 лунок. Нет, сетей. Сетей? Ага. Это сейчас у нас только 5 сетей, Ага. а еще вот считай там 6-7 сетей добавочно. Еще в 2 раза больше, да? Да. А там световой день где-то час у нас. Еле-еле рассветает и тут же как бы темно становится. Сейчас-то хорошо весной. Мы в той неделе вообще все 7 часов вечера приехали с рейсой. Ух. И в 11 отсюда уехали. У нас где-то ее полно. Так, а здесь под палку, да? Ага. Ну, палка тут играет, можете это хоть как его этот повернуть. Вот Мы поймали. это специальная веревка я сделал, чтобы вот так это Конечно, Вот двигать, да? двигать, да. а голова, наверное, где-то 4 килограмма. А, кстати, а какую самую большую рыбу ловили? Вот она рассказывает. Сколько килограмм? Ну, где-то 20 килограмм было. Ничего себе. Да, примерно. О, Ну, тогда разрешалось, а вот сейчас уже не разрешается. Закрыли, ага. а, Буквально 3 недели назад вот этот налима поймали. Рассказывала она, да? про налима, Ага. который... Большая с стиром-то. Там Три рыбы было внутри. Да. Одна совсем свежая была, и хвост торчал изо рта. То есть налим, который съел 3 рыб, да? Да. А, внутри был чир, да? Свежий чир, который пожарили. Да. Чешуя была. Историю там мы знаем просто для наших зрителей. Так, сейчас я буду делать юбку, и Николай проконтролирует, да? Чтобы все было правильно. То есть под углом туда бью, да? Там... Ух ты. Сколько там? 1,20 м, да? Уah. Чего себе? Что-то не то, да? Так. Тут нужна другая квалификация. Как бы по краю, да? Слишком углубился в лед, да? Ну, что сказать, это нелегко. А дайте я почищу. Вытащить надо, да? Ага, так. Сейчас каждой сетке будем веревку привязывать. Да, а потом, когда они посмотрят, эту веревку будем тянуть. На место ставить обратно в сетку. Ага.
Раиса Юрьевна, ну вот сейчас мы видим такой зимний пейзаж, да? Вот уже, ну, тем не менее, весна, но здесь по-настоящему много снега. А вот летом как вообще часто посещаете это место? Ага. Значит, летом мы, если работаем, то приезжаем каждые выходные. А если отпуск берем, то, наверное, где-то на 2 недельки, может, на месяц приезжаем, лежим тут, юколу делаем из вчера. У нас здесь в основном летом только чир речной, но он бывает очень жирным. Ага, и вот где-то в день делаем, наверное, штук 50 юкол. Где-то вот так получается. Юколы? Да, 50 штук юкола делаем. Ой, это очень вкусно же. Юкола. Очень вкусная она, ага. Жирная, омега-3. Вот. Да. Ну, бывает на заказ делаем, бывает для себя вот на зиму заготавливаем. А копченое делаете? Копченую рыбу, да, рыбу тоже солим, коптим, ага. Все у нас тут все есть для этого. Коптилка есть. Так, это у нас завершающая лунка. Но я уже чувствую, что я внутри как в бане. Очень жарко. Без труда не выловишь и рыбку из пруда, как говорится. Да. Кирилл, хочешь попробовать? Давай. Испытай на себе. У меня уже батарейка садится. Так. Поющий рыбак. Поющий рыбак. Улла, Кирилл. Улла. На третий, как придешь, рыбка вот немножко будет уже радостной, есть рыбка. А так вот все думают, что все время, вот как мы долбим, все время рыба есть, без конца она у нас тут. Такого нет. Да. То есть у нее тоже сезонность своя, ну, свои эти. Да, раньше же вот старики тоже вот за этой погодой, там, за луной все время же смотрели, когда рыба будет, вот, изучали вот это вот, детям это рассказывали. Вот и сейчас вот как есть, нет. Даже не смотрим на эту погоду особо. Все, давайте, чай пошли. Сейчас туда, да, на первую? Обед! Сейчас, друзья, у нас небольшое чаепитие. Сейчас попьем чай. Там еще котлетки рыбные. Ой-ой-ой. Травяной чай есть? Жалко вот Раиса Юрьевна вообще, но она вообще напористая. Пока дело все не сделает, вообще нет. Ну, как я могу мужа одного-то отправить? Да? В любую погоду, да? В любую погоду и бывает, да. С чесночком. Угу. Чай вкуснейший. О, да. Что лучше может быть горячего чая? Так, ну давай, Петр, ты уже выключай камеру. Давай чай попьем. Испытано на себе. Вот так вот, глядя на меня со спины, наверное, не скажешь, что я на рыбалке, да? Не знаю, там, ну, снег убираю, да? Что еще можно? Картошку копать. Ну, не зимой, конечно. Но, тем не менее, лопата – один из инструментов, который помогает добыть рыбу. Сейчас мы очистили все 5 лунок и пойдем на самую первую, будем проверять сеть.
Сейчас, друзья, вы можете наблюдать, как Николай готовит лунку. Тем не менее, даже после очищения. И вот по бокам был такой лед с острыми краями. И Николай посыпал снег на него, чтобы сетка не зацеплялась. Сейчас была проверена первая сеть. Так, тянем, да? Ага, тянь. А тихо, осторожненько надо. Аккуратно, Сейчас. аккуратно прицепились. Ага, все. Просто потихоньку. Ага. Вот на него смотрите, да, и потихоньку этот. Надо идти назад или вот так вот тянуть можно? Назад. Не-не-не, назад назад, надо да? идти. Она потом спутается. Ага. Так. Чем дальше идешь, тем сложнее идет, да? Это Ага. нормально, да? Ага. Она когда этот остановится, там уже. Вот остановилась как будто. Подождите-ка. Попробуйте-ка. Ага, все, остановились. Ага. Же привязать надо? Не, можно Палки. отпустить уже. Ничего. Можно отпускать, ага. Она уходит? Нет, а он сейчас вытащит. Ага. Так, ну сейчас у нас первая сеть оказалась пустой. Но мы не теряем надежды, у нас еще 4 сети. Посмотрим, не будем ничего загадывать. Но, как сказал Николай, может быть так, что и у рыбы свое тоже настроение, свои волны, биологические циклы. Полнолуние, новолуние, да, падающая, как луна, растающая. Очень много факторов. Сейчас вон туда пойдем, и оттуда будем уже смотреть ее. Вот она, вот это, она идет сюда. Так, сейчас идем на ту сторону. Угу. Видимо, за 4 дня не успела попасться. Сейчас пошла вторая сеть. Так. Здесь что-то должно быть. Так, есть. Друзья, ну что, вот он, первый чир, которого мы поймали на здесь. Так, чуть не сказал на индигирке, но это же не индигирка, да, это протока. Как? Протока Байдом. Ой, еще. Вот. Еще одна. Друзья, тоже интересный момент. Действительно, вот окрас, можно заметить, что это два чира, но окрас у них разный. Вот смотрите, этот красноватый. И Николай говорит, что вот это местный, то есть он больше как озерный. Здесь большая яма, да, и он обитает тут. А вот это, ну это мы так назвали, что он пришлый. То есть он попал в эту протоку, скорее всего, в течение лета. И уже осенью не смог выбраться. И остался зимовать здесь. Вот сегодня вот такой вот экземпляр был пойман. Вот, и очень сильное различие. Тут такие красноватые оттенки есть в окрасе.
Так, сейчас пошла третья сеть, проверка. Ну, сам даже вот как складывается сеть, да, для того, чтобы она не запуталась, тоже свои нюансы. Щука запутала, да? Так. Так, ну что, третьей сети у нас ничего пока не было. Поймалась. Ой, вот тут я чувствую, что я тяжелее нормы. Проваливаюсь у нас. Вот. Бог любит троицу детей. Друзья, ну что, мы поймали 3 чира, в сети попалось, но по словам Николая и Раисы, это практически не улов, это так, да, практически, ну, ничего не было. Но, тем не менее, из-за того, что завтра, по прогнозу, в Чукурдахе, возможно, будет пурга, поэтому, чтобы проехать на машине, чтобы не замело дорогу, мы выехали сегодня. Сегодня у нас четверг, а проверка сетей была в воскресенье. По-хорошему нужно, чтобы было где-то 7 дней для того, чтобы сети наполнились. Но в прошлое воскресенье был хороший улов, да, около 6 чиров, щуки и так далее. Ну, я думаю, тем не менее, ну, рыба есть, да, для нас. Но вот так вот увидеть чукурдахский балык, да, чукурдахский чир, здесь потрогать его руками и прямо быть свидетелем того, как бы приложить свою как частичку, да, своего труда, то есть в его поимку. Но в целом, друзья, я думаю, вы понимаете теперь, почему рыба, которая попадает, ну, в том числе в город Якутск, на прилавки, да, магазинов, такая дорогая. Вот на ваших глазах мы сейчас пробурили, ну, прочистили 5 лунок, вычистили все, столько работы было проделано практически. Ну, тут еще лунок, как сказали, не так много, да, то есть 5 сетей, но тем не менее у нас шло на это полдня, грубо говоря. Вот. Но, тем не менее, это большой труд, чтобы поймать даже вот одну рыбку, да, поэтому цена, я думаю, оправдана. Ну и в целом, по словам Николая, то есть это то, что привозится в Якутск, это в основном такое сезонное, как морозы устаканиваются, привозят с севера рыбу. Это в основном озерный, да, озерный чир, и дальше уже как бы в течение зимы его уже не поставляют, не вылавливают. Он ловится какой-то определенный период времени. Вот. А здесь есть возможность, то, что тут река, она как бы закрывается, как шлюзы, и в течение зимы семья Николая, это их родовой участок, они могут позволить, допустим, вылавливать рыбу, кормить семью, родственников, да, друзей. Вот. И, как видите, сейчас у нас многие уже, я думаю, давно в Якутске очистили свои балконы от рыбы, что-то употребили, что-то переложили в морозильники, а я держу в руках вот чир, который буквально несколько минут назад плавал в реке. Хотелось бы Николая и Раису поблагодарить за то, что они нас вывезли сюда, показали очень интересный опыт, действительно, и прикоснуться вот так вот, побывать на севере и испытать на себе особенности чукурдахской рыбалки. Вот, огромное вам спасибо. Вам хотелось бы сказать спасибо, что приехали в такую даль, погостили у нас, отведали нашу рыбу. Вот мы сегодня вас угостили и рыбными котлетами, и икрой из рыбы. Вот, мы очень рады гостям. Приезжайте к нам еще дальше. Будем как бы сотрудничать, рады. Ну а, друзья, это был проект «Испытан на себе» на канале Якутия 24. Кушайте свежую рыбу. Пока.